продолжаем знакомство с Ижемским районом Республики Коми и подлетаем к старинному самобытному красивому селу. Вашему взору открывается Сизяпск. Село на левом берегу реки Ижмы. Основано в 1728 году выходцами из Ижемской слободки. Каневым, Сметаниным, Терентьевым, Семяшкиным и Чупровым. Население росло быстро, и в 1782 году в деревне Сизяпской жили уже 464 человека, из них 211 мужчин и 253 женщины. В 1795 году в деревне проживало 606 жителей, в 1816 году – 832 человека, а в 1850 году здесь проживало 935 мужчин и 943 женщины, всего 1878 человек. Жители деревни занимались животноводством. Держали лошадей, коров, овец, оленей. Занимались также земледелием. Сеяли рожь, ячмень, но своего хлеба не хватало, приходилось покупать. Охотились, подрабатывали на перевозке товаров чердынских купцов вверх по Печоре, позднее нанимались на завод Стелла Поларя. Крестьянин Артеев в 1853 году отправился вверх по Усе и ее притоку, реке Сарт, до реки Большой Хадыта-Юган, притока Оби, чтобы разведать достоверную возможность водного прохода через Уральский хребет. На основе составленной им записки был составлен план строительства канала, который соединил бы Печору и Обь. В 1843 году в деревне начали строить каменную Благовещенскую церковь. В 1846 году при поднятии креста главный купол обрушился, и его строительство начали заново. Строительство было завершено и храм осветили в августе 1854 года. В 1859 году в Сизяпской имелось 211 дворов и 2154 жителя. Во второй половине XIX века деревня стала селом. В 1901 году Сизяпск стал волостным центром. В 1905 году в селе построили здание второклассной школы. Тогда здесь было 211 дворов и 2637 жителей. В 1930 году в Сизяпске имелись школа, изба-читальня, детсад, участок милиции, крестьянский комитет общественной взаимопомощи. В марте 1930 года был организован колхоз. С 1970 года по 1979 год население села уменьшилось с 1614 до 1406 человек. В 2020 году здесь проживало 2020 человек.
Сизяпске до сегодняшних дней сохранилась интересная достопримечательность. Это два больших деревянных креста, один из которых довольно ветхий, а второй обновленный. На крестах прикреплены множество лоскутных крестиков. Место это священно, а кресты чудотворны для паломников, которые приходят сюда ежегодно в августе, в день святого Пантелеймона. Прикрепляют лоскуток к кресту и просят об исцелении. И, несомненно, чудеса происходят. Мы видим, что сегодня село крепко держится на ногах и развивается дальше. И живут здесь, как и прежде, трудолюбивые, знающие себе цену и любящие свою малую родину люди, сохранившие самобытную культуру своих предков. Поэтому и приезжает сюда с каждым годом все больше и больше туристов, желающих познакомиться с этим чудесным Ижемским комикраем, с ее изумительной природой и интереснейшей этнокультурой. Если вас заинтересовали аэросъемки сел и деревень Республики Коми, вы можете посмотреть на данном канале в YouTube, а также на канале «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен более 200 видеороликов. Аэросъемки производились в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Усинском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Буду очень рад новым подписчикам на моих каналах. Смотрите и пишите свои комментарии, делитесь своими знаниями и историями, связанными с сюжетами в видеороликах.